Ясер Стаху, Абрей Хайферс, Алшара Хаштус. Спасибо вам большое. И сегодня и мэру города можно сказать спасибо за то, что вы приняли участие в нашем совещании, в нашей встрече. Я думаю, у нас будет возможность обсудить как сугубо городского плана проблемы, так и республиканского уровня, потому что столица – это локомотив, это центр принятия решений. Так или иначе, все районы, города смотрят на то, что происходит в столице. И большое информационное, и не только информационное влияние оказывает столица на всю Абхазию. И сегодняшняя наша встреча обусловлена тем, чтобы с вами, с депутатами городского собрания города Сухум обсудить актуальные вопросы и не только там выразить свои какие-то позиции, обозначить свое мнение. Мы, конечно, как люди, которые занимаются общественной деятельностью, вот, я, мои коллеги, наша команда, хотим иметь обратную связь от вас, потому что так как мы общаемся с людьми в народе, так же и вы напрямую, это ваша работа, это вы. Отдельно вам всем надо говорить большое спасибо, потому что вы это делаете без заработной платы, без каких-либо поощрений, ни служебных автомобилей и всего остального, к чему многие привыкли. Вы делаете это как общественная нагрузка на вас, на всех. И поэтому такие люди, которые мотивированы вот такими просто позывами, чтобы людям помочь, их мнение для нас особо ценно. А здесь город Сухум. Вот состав относительно одного поколения, это мы все люди, которые после войны выросли, кто-то во время войны родился, кто-то до войны, неважно, но мы все с вами хорошо знаем и прочувствовали на себе, что такое все проблемы послевоенного восстановления Абхазии. И вы являетесь в какой-то степени элитой города, элитой, можно сказать, республиканского уровня, и ваше мнение, оно, на мой взгляд, скажу субъективно, мне кажется, мало слышно на республиканском уровне. То есть мне бы хотелось говорить не только о проблемах города, они, безусловно, существуют, здесь мы о них скажем, но и ваше отношение к тем вопросам, которые носят республиканский характер, повестка республики. Это вопрос сейчас, вы знаете, апартаментов, вы знаете вопрос по энергетике, это все то, что повестка, которая, она не нам принадлежит, она находится на повестке дня, но это не те вопросы, если меня спросить, которым мы должны всецело отдать силы и энергию. Есть другие более важные глобальные вопросы. Даже если с точки зрения экономики, развития, там мэр города Сухум говорил недавно, там было интервью, что нужно развивать в первую очередь производство, если говорить уже об инвестициях. Об этом мы потом больше скажем. Теперь, если вернуться к проблемам города, лично я, как человек, который, может быть, здесь в моем возрасте того периода нет, мне было 24 года, если я не ошибаюсь, 25, сейчас трудно сказать, я был депутатом города Новый Афон, где я живу, это первый мой шаг, первый, если говорить карьера, это первый был мой шаг, я помню себя, будучи депутатом, и те проблемы, с которыми мы сталкивались тогда, они до сих пор, я смотрю закон об управлении в административно-территориальных единицах, он тоже, этот закон сильно не изменился с того периода времени, к сожалению. И об этом тоже давайте поговорим. Я думаю, что, конечно, главное, что ваше мнение какое в этом смысле, но мне кажется, как если исходить из практики, недостаток полномочий у собрания города, вообще у депутатов местных представительных органов, этот недостаток полномочий присутствует. И в этом смысле мы, люди, которые говорим о политике, о завтрашнем дне, было бы правильно обсудить их сегодня, чтобы завтра они вместе смогли их претворять в жизнь. Допустим, я бы как видел, здесь ребята молодые тоже об этом скажут, они тоже опыт имеют. Я бы видел расширение полномочий собрания города, районного собрания, в первую очередь за расходованием средств местных бюджетов и прямое участие депутатов. Оно формально в статье 16 оно как-то присутствует, например, если взять Конституцию, у нас 3 ветви власти, и местное самоуправление в Конституции четко отражено, более того, оно закреплено, там отсылка идет серьезно. Но если взять полномочия, допустим,
городского собрания и полномочия парламента, вот, например, парламент может там, 1/3 голосов инициировать кандидатуру председателя контрольной палаты Республики Абхазия. Потом большинством голосов председатель контрольной палаты выбирается. По сути, контрольная палата является органом подконтрольным парламенту. То есть это инструмент парламента для реализации их полномочий по контролю расходования бюджетных средств республиканского госимущества, как его используют и так далее. Вот если у нас есть в городе, да, контрольно-ревизионный аналог, да, сегодня, насколько я знаю, во всех районах, не только в городе Сухум, это ревизионное управление подчиняется администрации. Правильно? То есть я же, логики здесь нет. То есть я же как бы назначаю, и он же меня должен контролировать. Но это уже на усмотрение, там, хороший мэр, там, честный мэр назначит там себе оппонента, который будет там что-то искать. Но по практике мировой, если взять, и опять же по нашей практике, вот парламент, да, вот, здесь, мне кажется, эти полномочия можно было бы и нужно было бы как минимум, да, если говорить уже о других вопросах, наделить городское собрание, районное собрание, чтобы они назначали сами и бюджетировали это подразделение администрации города или района. Тогда это была бы какая-то такая возможность напрямую контроля. Ну и многие другие вопросы. Поэтому я предлагаю, я извиняюсь, что я сейчас как бы повестка, я предлагаю нашу беседу построить таким образом, как вот партийное собрание, все выступают. Если по ходу выступления какие-то вопросы есть, чтобы мы могли в формате круглого стола обменяться мнением. Вы опытные люди, вы должны выражать свою точку зрения, высказывать ее открыто. Еще раз в завершение хочу сказать, потом еще будем общаться. Конечно, сейчас хочется, чтобы вы, еще раз говорю, ваше мнение, ваш голос звучал громче. Потому что вот вопрос апартаментов, например. Вот мне, как гражданину Абхазии, неизвестно мнение депутатов собрания города Сухум по этому вопросу. По электроэнергетике. Есть инициатива Кабинета министров поменять закон. Это документ можно посмотреть на сайте Кабмина, который позволяет, скажем так, в кавычках, привлекать инвестиции, раз государственные осуществить определенную часть инфраструктуры. Мнение депутатов городского собрания тоже мы не знаем. То есть вот по этим вопросам давайте поговорим честно и открыто. Хорошо? Второе.